Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Леса Якутии – это легкие не только нашей республики, но и всей планеты. Но каждый год они проходят серьезнейшие испытания, а охрана лесных угодий превращается в настоящий фронт. Это не просто строчка в отчете, это вопрос экологической, экономической безопасности каждого из нас. Как сегодня выстроена эта работа на местах, хватает ли сил и средств, чтобы защитить тайгу, и что делается для предотвращения катастроф, а не просто борьбы с их последствиями. Об этом мы поговорим сегодня с человеком, который несет прямую ответственность за сохранение наших лесов. Руководитель учреждения «Якутлесресурсы» Виктор Амуков. Виктор Викторович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, охрана лесных угодий – это традиционно наиболее актуальная для нашей республики тема. Мы ведем с вами беседу в разгар пожароопасного сезона. Как вообще готовились к этому периоду? Что было в межсезонье сделано? Мы являемся подведомственным учреждением Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. И издается приказ в начале года, и начинается уже плановая подготовка лесопожарной сезона. Первое, конечно, это подготовка кадров, именно прием места вакансий лесных пожарных. Второе, это направление, мы готовим полностью технику, лесопожарную технику. И третье, именно обучение лесных пожарных, обучение вальщика леса, обучение беспилотных аппаратов, операторов. И второе, уже мы заключаем муниципальными образованиями соглашения о взаимодействии, в чрезвычайной ситуации и так далее. И вот такие направления, очень много направлений, которые уже в подготовке. И мы уже начинаем с января месяца, в феврале полным ходом идет подготовка, и в марте и к концу апреля мы полностью 100% должны быть готовы, поскольку уже в мае начинается пожарный сезон. И у нас проверяется на первую очередь министерство, это лесничество, и второе уже Дальневосточный федеральный округ, департамент лесного хозяйства приходит и ставит оценку, готова республика или не готова. В этом году мы полностью оценку получили готовы. Вообще, наверное, практика прошлых лет показывает, чему можно научиться. Да. Какие уроки были усвоены? Вот по сравнению, конечно, с 2021 годом, последние 4-5 лет, очень много преобразований в лесном именно обустройстве, поскольку решением главы республики после 2021 года очень большая модернизация лесных пожарных, поскольку, например, к примеру, в 2021 году лесных пожарных у нас составляли 190, на сегодняшний день уже 564. Если в 2021 году у нас было техники единиц где-то около 100, на сегодняшний день в сводном плане 275 единиц техники. Поэтому по сравнению 2,5-3 раза почти увеличилось и количество людей, и количество техники. И таким направлением мы полностью планово работаем. А как ведется, скажем так, мониторинг обнаружения возгораний? Это же и авиа, и космический. Есть у нас региональная диспетчерская служба. У нас и плюс к этому есть спутниковая исследовательская именно работа Рослесхоза. И третье направление, которое нас касается, это у нас видеокамеры стоят 22 улусам, 34 единицы, и она полностью ведет мониторинг появления лесных пожаров, полностью эти камеры. И плюс к этому у нас идет патрулирование. В этом патрулировании мы обеспечиваем полностью класс пожарной опасности, например, класс пожарной опасности у нас до 5. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Самый высокий класс опасности является 4 и 5 класс опасности. И 4-5 класс опасности уже патрулирование проходит чаще. У нас на сегодняшний день по 22 улусам 75 направлений задача ставится именно по патрулированию. И 8,5 тысяч в день мы должны проехать. И мы полностью патрулирование проходим где-то в сезон, где-то 550 тысяч километров. И плюс к этому у нас беспилотниками работаем последние годы, увеличиваем. Министерством закуплено у нас больше 30 единиц беспилотных аппаратов. И у нас 77 у нас аппаратов уже беспилотных. Во время патрулирования уже введен мониторинг именно беспилотниками. Поэтому такое патрулирование и обеспечиваем безопасность.
Но вы же еще отметили в начале нашей с вами беседы кадровый вопрос. Да. Вот здесь как вообще дело обстоит? Ну, по кадрам у нас, конечно, да, авиалесохрана, и мы, как наземная служба, конечно, разница большая именно по приеме, да, кадров. У нас и разница и в водителях, разница и трактористах, да, разница и лесного пожарного. Поэтому, конечно, есть текучка, откровенно говоря, но мы полностью восполняем. Есть ребята, которые вот желают работать именно по направлению защиты лесов. Вот так. Ну, вообще, сталкиваетесь ли с проблемами, что, например, и Якутлесресурсы, авиалесохрана, это же все подведы Министерства экологии, делаете общее дело. Но Да. где-то в каких-то моментах, может быть, работа выстроена. Да, выстроена работа таким образом. Да. Первое, конечно, это оперативный штаб республики во главе министра Евгения Андреевича Перфильева. И рабочий орган у нас оперативного штаба возглавляет Конопулев Андрей Николаевич, заместитель министра и главный лесничий. И ежедневные оперативные штабы проводятся. В этом штабе полностью участвует мы, авиалесохрана, заинтересованные руководители и плюс к этому все муниципальные образования. И этот штаб полностью концентрирует всю нашу работу. Каждое направление, каждый полностью отвечает за свою именно отрасль, поэтому этот оперативный штаб работает полностью концентрированно. Поэтому вся система нашей пожаротушения работает именно под руководством оперативного штаба. И на сегодняшний день, в последнее время, да, оперативность тушения, да, пожаров уже более 90%. Поэтому уже есть результаты именно нашего оперативного штаба республики, который мы взаимодействуем, работаем со всеми структурами РЦЧС нашей республики. Ну, помимо тушения, есть же еще и деятельность по лесовосстановлению. Президент поставил задачу обеспечить баланс выбывания и воспроизводства лесов. Вот в этом году каких конкретных показателей планируете достичь? Ну, в лесовосстановлении у нас два пути, да. Первое, это у нас министерство дает государственное задание по лесовосстановлению. Это два направления. Это содействие естественному возобновлению и рубка осветления. Это государственным заданием дается для того, чтобы естественно возобновить полностью именно леса, да? Поскольку мы убираем сухостой и так далее, свои там структуры работы. И второе направление лесовосстановления – это компенсационное, искусственное восстановление. Компенсационное – это то, что арендаторы леса, использование лесного фонда, они обязаны законом компенсировать лесовосстановление. Уже закон вышел. Поэтому эти арендаторы выставляют на конкурсы эти свои работы, да, объемы работ компенсационного восстановления. Эти компенсационные восстановления выставляют на тендер, на конкурс, и мы на этих конкурсах участвуем. И министерство у нас задачу поставило для того, чтобы полностью мы участвовали во всю 100% на лесовосстановлении по двум направлениям, госзадание и компенсационном. Компенсационном мы задачу поставили министерству, и плюс к этому у нас помогли именно финансированием построить табаге 500-тысячные именно на питомник саженцев на лесовосстановление. Плюс к этому мы своими усилиями построили в Сунтарах на 100 тысяч саженцев, и эти саженцы уже используются на лесовосстановление. И в эти лесовосстановления мы работаем, в конкурсах выигрываем, мы, например, работаем промышленными предприятиями, дорожниками. И, например, в прошлые года последние 3 года мы уже 700 гектаров уже восстановили, и сегодня идет агроуход. На сегодняшний день, в этом году, мы 800 гектаров должны восстановить Рослесинформу, другим предприятиям. Янзолотом уже начали работать с нашими предприятиями, поэтому лесовосстановление идет полным ходом. А вот как идет работа по нацпроекту «Экологическое благополучие»? По национальному проекту «Экология», да, например, и с помощью нашего министерства нас касается именно обеспечения техникой, именно лесопожарной. Да. Например, 24, 25 и 26 год мы получили уже 32 единицы техники различной. Да, это
автомобили, тракторы, вездеходы. Поэтому эта экология у нас, этот национальный проект очень поддерживает полностью наши отрасли, не только нас, наземные службы, да, но и лесохрану и это другие службы. Возвращаясь к лесовосстановительной работе, с какими породами деревьев работаете активнее всего? Да, но в основном в нашей республике есть два вида, которые лесовосстановления. Первый это сосна и второй лиственница, да. Но мы полностью работаем с сосной, поскольку она и мерзостойкая, во-первых, да, и быстро растет и так далее. Поэтому мы на сегодняшний день работаем сосна. И она, например, на сегодняшний день разделяется районированием, например, да? Красноярск, например, 15-й район, Западная республика, например, Вилюйская, да, 15-е районирование, Центральный район, 20-е районирование, да? Ну, это морозостойкость, от климата зависит и так далее. Поэтому эти сносами мы уже работаем вот в этом направлении. Второе, лиственница, да? Второе, лиственница, это мы уже в этом году начали связываться с предприятием Биробиджана, которое именно специализируется на лиственницу, да? Тоже будем в этом направлении уже работать. А в целом приживаемость какая вот спустя 3-5 лет? Приживаемость, да, например, первый год, если мы садим, да, например, на гектар 2000 саженцев садится, да, и вот, например, 100 гектаров посадили, ну, в следующем году получается где-то 50%, например, приживаемость, а потом уже 3 года по закону мы должны агроуход провести, да, и мы должны минимум через 3 года довести 80% приживаемости ухода. Вот так. Поэтому вот такое направление у нас работает. Ну, работы у вас много, Виктор Викторович. Большое Да. спасибо, что пришли к нам сегодня. Держите нас в курсе. По возможности приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.